В вечерней смене тренируются, как правило, уже опытные спортсмены, нежели новички. Вот и эти юниоры сейчас проходят усиленную подготовку, готовятся к выступлению в турнире по дзюдо на Кубок главы республики. Хасан Балаев, к примеру, хочет повторить прошлогодний успех. Тогда он завоевал золотую медаль, одолев 4 соперников. Ему 12 лет, 6 из которых он провел на татами. Кубок главы участвует, а с первой лучше. Адахачер. Может, адахара, латер, хадуса, может соперник пора. Весь соперник курса, алхамдулилlah, диктатор. Kaç kaman barış bari? Бар, нохчи, галгай, кайчерс. Ханс хатуа жахашка футилар хава, мыш чакалар хава. Дал анди первый яхтар хаус. Халкын диагнозу категория, ханзер диагнозу категория, цака башкало и. Халк 60 литаурс, 66 литаурс хаус. Принял участие на таком престижном турнире и Адам Угурчиев. Правда, тогда ему повезло чуть меньше. Завоевать желанное первое место ему не удалось. Сейчас он готов обратить опыт поражения в успех и завоевать лидерство на пьедестале. Подготовки 26-27 сходили. А кичу мышти важали? Отработки, усиленные тренировки уже. А усиленный яхаль, мышти эти здесь за худ служит халкан. Я халкан чё худ жме, только нагрузки же ван, тренер дик тренировки халкан. Хардина хошен тренировку. По субботу я Остались считанные дни до начала турнира. Дзюдоисты тренируются до 4 часов в день. Тем временем во Дворце спорта тоже начался подготовительный процесс. Да, у нас 26 ноября пройдет открытый межрегиональный кубок главы Ингушетии по дзюдо среди юношей 9-10 годов рождения. Это традиционный турнир, который мы проводим каждый год. В этом году немного он сдвинулся, должен был пройти весной, но мы его проводим вот 26 ноября. Дворец спорта, как всегда, уже готов принять участников, гостей. Это открытый турнир, поэтому мы ожидаем участников из других регионов, СКФО, ЮФО, может, какие-то еще российские регионы примут участие. В четверг мы будем производить укладку татами, соревнования будут проходить на 3 татами. Также уже согласована судейская коллегия, главный секретарь соревнований, главный судья соревнований. И уже мы начали потихоньку принимать заявки. Срок у нас до среды этой недели. Я думаю, что до среды мы будем уже знать количество участников соревнований. Подать заявку на участие в турнире может любой желающий. Во Дворце спорта имени Берда Евлоева приглашают жителей республики посмотреть спортивные состязания и поболеть за наших спортсменов. Напоминаем, турнир по дзюдо среди юношей на Кубок главы республики пройдет 26 ноября. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.